Но эта виза сейчас, она current, то есть сейчас можно уже получить эту грин-карту. Она очень хорошая виза. И я советую тем, кто здесь в каком-то статусе, и вы не знаете, в каком вы статусе, если человек, который, например, подал на убежище в свое время, прошло некоторое время, он еще не в суде, еще не было интервью по убежищу, но он уже собрал некоторые деньги, плюс может собрать деньги со своих каких-то там друзей, кто может ему их либо одолжить, либо подарить. И он может попасть на эту визу, и эта виза может ему значительно помочь. А если он хоть один день пробыл в Америке вне статуса? Если меньше, чем 180 дней, он окей. И, в принципе, проблем с въездом не будет у него, если он, кроме этого, ничего не нарушал. Многие могут поменять статус здесь. Поэтому тем, кто может, или тем, кто за границей Соединенных Штатов и хочет воспользоваться такой визой, это один из очень хороших вариантов. Не всегда лучше, чем виза L1. Иногда виза L1 даже лучше приведет к грин-карте и дешевле, но это один из инструментов, которым мы пользуемся, и сейчас он очень hot.